В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Проект компании BIMTechNet – одна из составляющих цифровой трансформации строительного рынка Якутии. У реального проекта будет создаваться цифровая копия с применением технологий информационного моделирования. Каждый проект включает в себя самые полные сведения об объектах строительства, модели, схемы, чертежи, а также юридическую, финансовую и техническую документацию. Как отразились введенные санкции на деятельность предприятия? Об этом нам расскажет гость студии Андрей Егоров, руководитель отдела по работе с клиентами службы ООО BIMTechNet. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Расскажите, пожалуйста, вообще в целом о деятельности вашей компании. Ну, смотрите, мы создались в прошлом году, в декабре. Вот. Мы берем как дочерняя структура Алмаз-Аргентбанка. Мы занимаемся именно цифровизацией проектов. То есть сейчас весь мир, по крайней мере, переживает новую ступень технологий, когда обычное проектирование переходит на новую эволюцию, на цифровое. И мы вот это как раз становимся на новой технической революции шажком. Мы переносим просто проектирование из 2D в 3D. Плюс еще мы заводим туда такие шкалу, как время. И, соответственно, это позволяет нам уже более точнее посмотреть на процесс стройки. А какие специалисты задействованы у вас для каждого объекта? И то есть каждый объект – это коллективная работа временно собравшихся специалистов или как? Скажем так, вот у нас есть дом, мы его хотим проектировать на вечно мерзлых грунтах. Мы знаем, что там вечно мерзлые грунты, но там мы еще не знаем, что там будет летом, может там он летом тает. Или, соответственно, будет таять через 5 лет. Мы это все анализируем, получаем данные, и после этого уже делаем проект, который будет стоек к, допустим, оттайке вечно мерзлых грунтов. Или там увидим, что там будет заболоченность, и предпримем заранее шаги. То есть, исходя из этого, нам, по сути говоря, каждый дом, это кроме BIM-менеджеров, потребует еще и огромного пласта геодезических работ, кадастровых. То есть нам нужна в первую очередь разведка инструментальная. И тем больше людей будет привлечено, по сути говоря, тем больше информации мы получим. Там запустим, допустим, разведкой дронами, отведем туда, пробурим сваи, узнаем уровень грунтовых вод, промерзание грунта. Вот все вот это потом уляжется в цифровую модель дома, на которой мы, основываясь на математических конструкторах, посмотрим, как будет влиять, как будет стоять этот дом. Развивается он, и постараемся делать так, чтобы проект уже был готового дома, который не развалит там через 10 лет. Если мы увидим, что будет, мы посмотрим еще и, наверное, на слои оттайки там в промежутках по времени. Увидим, насколько он тает, соответственно, посмотрим на математическую модель, скажем, ага, хорошо, тогда мы будем использовать винтовые сваи. Тоже вариант. Соответственно, тем больше людей будет использовано на таких интересных специальностей, тем для нас лучше. А все вот эти работники интересных специальностей – это специалисты вашей компании или работники сторонних организаций? К сожалению, мир таков, что невозможно держать всех этих работников на своем балансе, поэтому мы их обычно нанимаем. То есть это по большей части или самозанятые специалисты, иногда бывают специалисты интересного профиля, совершенно интересного профиля, которые как раз делают математические модели. Некоторые ездят туда с дронами, снимают фотосъемку, делают. Мы потом переводим в это облако точек, которые мы собрали уже собственными силами в какую-нибудь там цифровую модель поверхности. И потом уже, исходя из этого, предпринимаем какие-то действия в посадке проекта. Да? Поэтому, соответственно говоря, это аутсорс, ГПХ или, соответственно говоря, самозанятость. Вы работаете со строительными организациями и помогаете им цифровать их проекты и переводить в цифровое пространство. Да. Смотрите, сейчас нынешние технологии позволяют, в отличие от старого, допустим, взять и полностью оцифровать девятиэтажку. Ну, девятиэтажка – это стандартный объект, соответственно говоря, и мы можем оцифровать ее, включая там до дверных ручек. Там, если совсем уйдет, то мы можем оцифровать даже гвоздик, на который можно будет повесить картину. Соответственно говоря, мы к этому стремимся. Мы стремимся к абсолютной детализации. Это абсолютная детализация, это, конечно, очень круто. Это, скажем так, красивая мечта всех строителей, потому что тогда каждый строитель при постройке будет точно знать расход материалов. В первую очередь, ему нужно знать конкретно, сколько дверей, сколько лампочек, сколько
оконных проемов там будет. А то бывают иногда проекты, в которых дырка в крыше 2 на 2 метра. То есть, ну, это же ошибка проектирования, человеческий фактор. А BIM-моделирование, оно в том числе опирается на математические парагонные конструкции, соответственно, избавляет проектирование от глупых человеческих ошибок. То есть иногда бывает так, что по проекту, ну, нынешнее проектирование, не скажу, что оно идеально, оно бумажное, поэтому, соответственно, мы не можем совместить слои водохранения, водоснабжения и, допустим, проводки электроэнергии. И иногда бывает так, что по проекту труба с водой пролегает через электросеть. Ну, с кем не бывает. То есть, соответственно говоря, а программа это решает достаточно там, своим чуть математическим анализом. Она прям подсвечивает коллизии, говорит, это неправильно. Вероятнее всего, в условиях санкций отечественные стройматериалы не смогут обеспечить и перекрыть потребности рынка в полном объеме. Строительным предприятиям рекомендуют обратить внимание на страны Азии. Сейчас темпы роста цены за квадратный метр сдерживаются за счет мер господдержки строительной отрасли. Как санкции отразились на работе именно вашей компании? Ну, смотрите, прям вот BIM как раз это и есть один из инструментов удержания цены. Потому что в таком случае строитель точно знает, сколько он потратит ресурсов, и исходя из этого мы точно видим себестоимость квадратного метра. Раньше, ну, соответственно, этим занимаются антисеметчики, соответственно, сейчас у них просто получить более совершенный инструментарий. Мы конкретно проектанты, мы не имеем дела со стройматериалами, но сразу могу сказать, у нас свои собственные плюсы и свои собственные минусы. Во-первых, если строители обычные ведут проблемы, потеряли маржу при покупке там стройматериалов, мы приобрели ряд огромных проблем при покупке, допустим, серверов и высокопроизводительных рабочих станций. Второе. У нас выбили естественного монополиста по всему миру. Это Autodesk 360. Платформа, на которой работают 90% бимовцев по всему миру. Соответственно, но в том же, опять же, это плюс, потому что резко на русском рынке появились такие компании, как Rengabim, Nanocad, которые, в принципе, являются естественными конкурентами. И только отсутствие государственного протекционизма не позволяло им завоевать какой-то рынок, по сути говоря. А сейчас у нас, в принципе, может получиться такая вещь, что Rengabim станет основным программным обеспечением для BIM на территории Российской Федерации. И вполне хорошо пойдет, я полагаю. Потому что сейчас мы какие-то проекты делаем на Ренге, смотрим, тестируем, даже на Накаде что-то делаем. Спасибо вам большое, что пришли, уделили свое время для нас и ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо, Валерий. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго и до новых встреч в эфире.